Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто постоянно думает о вас? Давайте посмотрим, кто это и о чем человек думает. Загадайте на себя, ни о ком думать не надо, песочек все увидит и покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какая-то чупакабра вышла. Человек, с которым вы очень сильно и жестко поссорились в прошлом, поругались. Это человек постоянно думает о вас и прям кулаки сжимает. Со злостью думает. Со злостью. Обижен этот человек. Человек, который плохо выглядит. Я же говорю, как человеческое обличие потеряла. Смотрите, у кого-то точно о вас думает мужчина, с кем вы очень сильно поссорились, поругались, а у кого-то это женщина. Женщина. Может, подруга, может, родственница, может, какая-то, не знаю, там, конкурентка, соперница. Если мужчина, смотрите, мужчина, который прям просто свято верил в то, что вы его любите, и в то, что вы ради него на все пойдете, на все согласитесь, все стерпите. И стоит ему, значит, там щелкнуть, либо поманить пальцем, и вы уже все у его ног катаетесь, да, готовы на все. И он прям свято в это верил. Я не знаю, откуда у него такая уверенность. Это прям, извините, зашкаливая, да. А с другой стороны, вот, может быть, у него действительно какой-то супер развитый нарциссизм, эгоизм, эгоцентризм, раз он в это верит. И злится этот мужчина на вас, потому что вы против него пошли. И злится еще больше. Почему? Потому что вы за ним не приходите. А ведь он сидит и ждет. Он ждет, да, как этот старик и море, да, что когда-нибудь вы придете, на колени упадете, челом ударите и начнете, значит, его там умолять, просить, там, вернись, я все прощу, да, либо я все забуду, я все, что хочешь, для тебя сделаю. Я не знаю, какая-то безобразная позиция у человека в жизни. И откуда столько самоуверенности, да? Почему этот человек прям так уверен, что вы без него там страдаете, умираете, и что вы должны к нему прийти, на коленях приползти для того, чтобы его уговорить вернуться? Я не вижу, чтобы вы прям там убивались за кем-то, либо чтобы у вас были такие мысли. Наоборот, я вижу, что вы очень жизнерадостная женщина, которая хочет начать новую жизнь, у которой есть планы, амбиции, желания. Но никак вы не думаете про этого человека. Для вас этот человек — это как прочитанная книга, да, перевернутая страница. Нет его в ваших мыслях, а он о вас до сих пор думает. Чудовище лесное. Давайте посмотрим, что за фрукт такой. Честно, знаете, вот на какого-то этого самовлюбленного подлеца похож этот человек. Эгоист самой высшей пробы. Человек, который, скажем так, ничего нигде не сделал, не достоин, не добился, но при этом вот такой вот прям пуп земли, какой-то прям королевич, царевич. Его то ли так воспитали, то ли откуда такая самоуверенность, я вот не понимаю. Я такого давно не видела. Вы об этом человеке точно уже не думаете. Знаете, как было и было, да, урок вы прошли, страничку перевернули, книгу закрыли и дальше по жизни пошли. А оно сидит, понимаете, оно там тужится, пыжится, все там, знаете, там злится, думает, там, минуты считает, дни вычеркивает, когда же вы придете. Сам себя еще накручивает. Сам себя. Ни на капельку не развился, не пошел вперед от того момента, когда вы были вместе. Вот как, в болоте застрял, да? Полнейший застой.
Но у вас были с ним отношения, однозначно были отношения. Вы в нем видели поначалу нормального, адекватного мужчину, а когда вы поняли, что его отношения, либо его любовь, это как этот аленький цветочек, да, очень хрупкий и такой в любой момент может завянуть, вы просто выбрали себя и сказали, что мне и даром не надо такого партнера, и унижаться я ни перед кем не буду. Но любовь какая-то, не то чтобы не настоящая, но такая, знаете, поверхностная, что ли, да, поверхностные отношения. Может, у вас и особо не было отношений, может, вы только лишь начинали встречаться. А может, да, по любви, там даже могли быть замужем, но потом очень быстро пришло осознание, что была ошибка, не тот человек. И вот эта ссора для вас это как момент избавления от этого человека. А для него, понимаете, как все во времени застыло, да? Он до сих пор не верит, что вы навсегда ушли. Он до сих пор верит в свою правоту и в то, что вы обязательно вернетесь и будете... Нет, не будете, вы просто обязаны вернуться, умолять, просить его там, да, сделать милость, сделать одолжение и позволить ему, вам себя любить. Да, вот как-то так. Что ж, честно... Я смотрю, я не понимаю, что, я не знаю, могут такие люди существовать? Как они вообще живут? Как они там доживают до половозрелого возраста? С такими-то ментальными особенностями, да? С таким-то ребенка показали. Видно, где-то там застрял, будучи ребенком, и остановился в своем развитии. Отсюда такой эгоизм, эгоцентризм и настоящий нарцисс мне идет. Тут прямо даже запах пошел нарцисса. Так. О, конечно, ясно, понятно. Тут человек либо нездоровый, да, вот как я уже сказала, с отклонениями, либо человек под какой-то родовой программой, может быть, еще и магия на этом человеке есть. Вы на него там ничего не делали случайно? Это так, знаете, к слову спрашиваю. Скорее всего, да, это не вы даже делали. И страшно, и жалко, и непонятно, что с этим делать. Человек просто какой-то никудышний, если честно. Может, он травму какую-то в детстве получил, а может быть, там кто-то из его стороны, да, с его там родних кто-то что-то делал. Ой, слава богу, что вы не вместе. Это первое, да, это хорошая новость, что вы не вместе, слава богу. Вторая новость, то, что он так еще несколько лет будет сидеть, пока не выдержит, наверное, либо вас там где-то не увидит, либо ему что-то там про вас не скажут. И тогда он придет права качать, да, выяснять отношения и может устроить еще один скандал. К этому вы должны быть готовы. Здесь не важно, заблокирован, не заблокирован, скорее всего, он где-то подсматривает, следит за вами, да, возможно, какие-то у него есть соглядатые, да, которые приносят информацию в клювике о вас. Может быть, даже у кого-то отыграется, что он под каким-то левым там аккаунтом заходит и просматривает ваши соцсети. Может, какая-то, типа, в кавычках, добрая женщина дала ему там какой-то аккаунт, либо пароль. И вот, типа, он приходит и смотрит. Не знаю, больной человек, раненый на всю голову. И то, что вы не вместе, это, я считаю, положительный момент. Просто ни в коем случае не возвращайтесь в эти отношения. Ничего хорошего там явно не будет. А с такими амбициями, с такими этими обидами, да, ничего хорошего этого человека не ждет. Еще вот мне почему-то кажется, что человек какой-то нездоровенький. Явно там что-то со здоровьем происходит, и оно прям набирает обороты. Да, это ж надо так вас нелегкая познакомила. Но с другой стороны, нет, вы не вместе, это уже хороший знак. Дальше. О вас постоянно думает, вот у кого-то отыграется женщина. Не мужчина, но женщина. Женщина-неудачница, тут сразу показан знак. Женщина, которая пытается в мужские сапоги влезть, да? Но ходить в них она не может, потому что они большие, они неудобные. Эти сапоги с ее ног просто вот слетают, да, либо она из них вылетает. Женщина, которая почему-то решила, что
вы ей солнце, наверное, закрываете, либо она может, допустим, занять ваше место, либо стать второй вами. Да? Но женщина, которая рождена под какой-то черной звездой, не знаю, она неудачница от рождения и по сей день. Ну и, наверное, и по смерти будет неудачница. Что-то у нее не так, понимаете? Не так, не то. И оно как бы с возрастом только лишь усиливается. Вот знаете, как всем там что-то раздают, а конфеты, например, детям раздают, а на ней конфеты заканчиваются. У всех есть конфеты, у нее нет. Либо все пошли танцевать, а она встала и ногу подвернула. Понимаете, какая-то вот неудачница, рождена под черной звездой. Почему эта женщина так к вам относится и как вас судьба свела, я не могу сказать. Может, на работе, может, там, не знаю, за мужчину там одного боролись, может, еще что-то, там родственница какая-то, которая вот с пупешку себя с вами сравнивает. Это уже, знаете, такое риторическое. Вы все разные, отсыпка общая. Но что мне не нравится? Мне не нравятся ее мысли. Потому что в честном, как в поединке, соревновании у нее совершенно нет шансов против вас. Но мысли у нее такие, знаете, вот там к магии прибегнуть, либо к какому-то мастеру пойти, там что-то сделать против вас. Да? Вот какие-то такие мысли нехорошие, нездоровые. Нездоровые. Стоит ли вам бояться? Ну, я бы была осторожнее, аккуратнее. Если сама что-то будет делать, она неудачница, у нее ничего не получится. А вот если она к мастеру пойдет, ну, тут как бы да. У вас есть какой-то оберег, либо талисман? Делаете ли вы чистки? Что есть у вас? Подумайте, вспоминайте. Ну, как бы есть люди нечистые на руку, да, которые вот за деньги готовы сделать что угодно и кому угодно. И это прям факт, да, и с ним нужно считаться. Но если сама будет делать, точно ничего не получится. С ее удачей у нее ничего не получится. Что ей нужно от вас? Чего она конкретно хочет? Почему она так окрысилась против вас? Да, вот это интересно, потому что я лично не понимаю, что не так, что не то. Ну, либо ваше место хочет занять, да, вот стать женой вашего мужа, либо стать девушкой вашего парня, а в будущем женой. А у кого-то отыграется, что она, ну вот в семье хочет быть лучшей, да, чтобы на нее там внимание обращали, чтобы вы там не как тени создавали, не отблескивали, да, чтобы вот как-то у нее там все сложилось. Ну да, она с вами борется, потому что считает вас какой-то подколодной змеей, соперницей, разлучницей и той, кто украла все внимание, кто специально вот там достигает каких-то целей, кто специально успешной становится, да, чтобы ее типа опозорить. Ну, это борьба, да, за место под солнцем, за внимание борьба. У кого-то точно есть соперница. Вот у кого-то есть либо муж, либо парень в сегодняшнем дне, и у вас явно есть соперница. Но соперница такая прям совсем неудачница, ну, я не знаю, как она дожила до своих лет. И вообще, как у нее получилось с вами соперничать? Может, она и неудачница, да, потому что вы даже не знаете, что она пытается с вами соперничать. Она из-за вас буквально каждый день слезы льет, ревет, как корова. Слезы льет, а вы об этом не знаете, вам вообще все равно, да, это для вас какая-то информация не холодная, не горячая, а она же, понимаете, себя накручивает, она же там боль свою выплакать пытается. Ну, даже если родственница, да, если даже не парень, не муж, но вот родственница, там, может, какая-то сестренка, там, родная, двоюродная, либо там троюродная даже, вот прям ревет, как корова. Ей больно и обидно. Но ей невдомек, что проблема не в вас, а проблема в том, что она неудачница и родилась под черной звездой. Такое иногда бывает. И это бывает даже повсеместно, потому что человек за прошлое воплощение мог очень сильно накосячить, нагрешить. И в этом воплощении просто все отрабатывает, да? Через боль, через неудачи, да, это все отрабатывает. Стоит ли вам ее бояться? Ну нет, не стоит, я уже сказала. Единственное, что если вот к мастеру пойдет, у вас должна быть хоть какая-то защита,
Потому что человек вы цельный, человек вы наполненный. Вы сами, кстати, можете быть мастером, если честно, с такой-то энергетикой. Но, тем не менее, да, лучше дополнительную защиту иметь. Смотрите, я много раз уже об этом говорила, но я все равно повторю. Возможно, вот если даже один человек услышит и использует, и это ему поможет, для меня уже это будет наградой. Если у вас нет возможности сделать либо приобрести какой-то амулет, талисман, вы всегда можете взять чистый лист бумаги, белый, абсолютно белый, там не в клеточку, не в косую, не в рябую, не в полосочку, просто чистый, там альбомный, например, да, либо для принтера, да, и своей рукой на этом листе переписать молитву, или вернее псалом 90 «Живы в помощи Вышнего». Вот просто переписали, сложили, как вам удобно, и носите с собой. Там, в кошельке можно, в сумке, в кармане. Вообще таких молитв, псалмов можно написать огромное количество, там, распихать по всем карманам. Только не забывайте, когда стирать будете, и носите. Это прям лучше даже, чем талисман, либо какой-то оберег работает. Потому что вы Всевышнего просите вас защитить. А этот псалом, он самый сильный. Особенно при нападении всяких негативных людей, врагов, недоброжелателей и даже темных сил помогает. Вам-то что? Выделите время, сидите, пишите, и потом носите, и все у вас будет хорошо. Вот. Победить она вас не победит, будет и дальше о вас думать, пока кого-то другого не найдет. Да? Возможно, она со временем на кого-то другого переключится, там, допустим, другого мужчину найдет, либо на каких-то других родственников волком начнет смотреть, ну и отстанет от вас. В принципе, не стоит вам руки об нее марать, даже если она как-то вас задевает, цепляет, делайте вид, что вы не обращаете. Ну, вы же в обычной жизни не сильно там обращаете внимание на назойливых там букашек, да, мошкару. Нет, скорее всего. Вот и к ней так относитесь. И все будет хорошо. Так, еще. Тут же еще один персонаж на самом-то деле есть. О вас постоянно думает мужчина, который далеко от вас находится. Мужчина, на которого вы произвели такое впечатление, что у него аж мир пошатнулся. И вибрировать эта земля под ногами начала. Что-то вы ему сказали, либо в его присутствии сказали. Возможно, вы что-то сделали, возможно, в его присутствии сделали. Ну, в общем, обомлел, был покорен, готов был сдаться, но вы очень быстро исчезли и испарились. Возможно, этот мужчина очень мало о вас знает, там, может, и имени не знает, либо знает имя, но не знает фамилию, вообще не знает, что вы за незнакомка такая, откуда вы, где вы. У него, скорее всего, никаких ваших координат нет, он не знает, где вас искать, и все, что он может, это вас представлять, ну, по памяти, конечно, думать о вас и молиться, да, либо просить небеса, чтобы, ну, он вас нашел, да, либо чтобы вы его нашли. Знаете, если честно, это самое милое, что я видела за последнее время. У мужчины настолько чистые помыслы. Здесь не про какую-то грязную страсть, да, там, не про какие-то грязные штучки, а именно про очарование, про восхищение, про восторг. И вот про что-то такое необычное, уникальное, необычное. И, конечно же, ему хочется вас найти. Ну, по крайней мере, это его мечта, да, заветная, хрустальная мечта. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.